Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем рубрику, которая называется «Там, где оживают куклы». И сегодня мы познакомимся и расскажем вам о том, как же жил наш театр в годы войны. Война. Наступило лето 1941 года. Театр собирался на гастроли по Уралу, но война перечеркнула все планы. Театр юного зрителя закрыли, а наш театр кукол начал перестраиваться на новые условия труда. В 1941 году театр планировал поставить пьесу Каверина «Митька в Кощеевой стране», где Кощей изображался Гитлером. Но помещение Дома пионеров занял прибывший из Москвы Коминтерн, и театру оставили лишь небольшую комнату. Многие сотрудники театра отправились на фронт защищать Родину. В тяжелые годы войны театр оказался нужным. Его включили в план обслуживания госпиталей. Театр получил особый приказ поднимать боевой дух, вселять веру, дарить надежду на полях сражений. И когда наш кукольный десант посещал раненых, солдаты верили: пока артисты близко, смерть далеко. Актерам легко удавалось находить отклик у бойцов, а мера ответственности и значимости их дела придавала уверенность в их силу. В этот период артистам пришлось осваивать новый для них жанр сатиры. В очень короткие сроки были подготовлены эстрадные, музыкальные отрывки с куклами, национальные танцевальные юмористические номера, поставлены различные сценки, такие как сценка из пьесы «Хирургии» Чехова и также скетч Линча «Сон Гитлера» и народная сказка «По щучьему велению». Безусловно, это было очень тяжелое время для всех. Жилось несладко. Но увлеченные искусством, приносящим людям радость, актеры были готовы работать и работать. С этой программой творческий коллектив из 10 человек летом 1944 года по инициативе директора театра Тюремновой отправляется на Карельский фронт, где наши артисты выступают в дивизиях и прифронтовых госпиталях. Вот что писал красноармеец Успенский в газете «Смерть фашизму» 18 июня 1944 года о выступлении Башкирского государственного театра кукол. На сцене появляется Петрушка. Тот самый Петрушка, о котором народное предание говорит, что он прошел и огни, и воды, повергая на своем пути всех угнетателей. Лица зрителей, пришедших на постановку из окопов передовой линии, светлеют. Они с удовольствием смотрят народные танцы в исполнении кукол – башкирский, грузинский, украинский. Смотрят и слушают песню-пляску «Лапти мои, лопаточки мои». «Эх, милая моя!» – лихо растянула концовку этой песни артистка Милетина. И кто знает, не вспомнилось ли многим, слушавшим ее голос, родная деревня, веселая гулянка, тот хороший вечер, когда на свадьбе сегодняшнего зрителя-фронтовика гуляла вся его родня. Идет скетч Линча «Сон Гитлера». Зритель от души хохочет над тем, как лупит юродивого фюрера тевтонец, явившийся со дна Чудского озера, захватчик Батый, непобедимый Наполеон. Лучшими номерами постановки театра являются чеховская «Хирургия» и народная сказка «По щучьему велению». Подкупает мастерское исполнение ролей дьячка артиста Визорова из «Хирургии», Емели Пентегова и Несмеяны Касторова в «Щуке». Хорошо сделал театр, выступив перед нами с этим репертуаром. Успех Государственного театра кукол орденоносной Башкирии на фронте – яркое доказательство тому, что сердца нашего народа с армией слиты. По воспоминаниям актрисы Пентеговой, бойцы полюбили башкирских кукольников не только за игру и за спектакли, но и за добрую примету.
Когда приезжали с выступлениями наши кукольники, во время выступлений не было ни одного воздушного налета. Высоко оценила Родина труд башкирских кукольников. Артистам были вручены почетные грамоты за самоотверженную работу по художественному обслуживанию частей Красной Армии и госпиталей в период Отечественной войны 1941-1945 годов. А 4 из них – Бычкова, Визарова, Костусенко и Пентегова – были удостоены медалями за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. В 1944 году за самоотверженный труд в годы войны Марии Николаевне Елкоштиной присвоили звание «Заслуженный деятель искусств БАССР». Театр выстоял. Не вернулись с войны актер Зинатуллин, художник Синицын, баянисты Хафизов и Сибагатуллин. Но работники театра устояли перед невзгодами военной поры. Согревало и давало им веру в себя дело, нужное людям.